Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Судьбоносные события. События, которые меняют вашу жизнь навсегда. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте посмотрим, что такого судьбоносного случится, что навсегда изменит вашу жизнь. Загадывайте, а я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Двойная стрелка вверх. Красиво, прям глаз не оторвать. Видите, двойная стрелка вверх идет. Два уникальных события положительного характера. Благодаря этим событиям вы поверите в себя, в чудеса и в то, что вы очень счастливый и удачливый человек. 2 раза подряд. 2 раза, может быть, даже в один день, может быть, даже в 1 час. Но эти события, они просто вот один за одним, очень хорошие события, жизнеутверждающие события. Не показали, что конкретно, но показали, что вы будете радоваться, словно бы вы ребенок, да? Ребенок, которому дарят желанную игрушку. И 2 раза подряд это произойдет. Дай Боже, каждому моему дорогому зрителю, чтобы именно этот фрагмент у вас как можно скорее в жизни исполнился. Поверить в себя, обрадоваться, почувствовать свое везение, свою удачу. И, опять же, жизнеутверждающие события, прорывные события, да, потому что стрелка вверх идет. Прорыв, может быть, в какой-то неприятной ситуации, может быть, в какой-то безысходности, да, двойной прорыв, либо, опять же, 2 события подряд. Дальше, мои хорошие, здесь у меня пара. Пара очень хороших, светлых и счастливых людей. Женщина следует за мужчиной, а это очень важно, когда именно мы смотрим на пары. Это знак того, что женщина целиком и полностью мужчине доверяет. Она его любит, она ему доверяет, она идет за ним. А мужчина, любя свою женщину, он не боится идти вперед, он не боится брать на себя ответственность, да, и он это делает ради своей любимой, ради счастливой жизни с ней, опять же, ради детей, ради того, чтобы у всех была хорошая жизнь. У кого-то из вас отыграется, что вы уже в паре с этим человеком, и буквально в то время, которое вы загадали, да, ваш мужчина вырвется вперед, и вы ему доверитесь, и вы за ним пойдете, и никогда не пожалеете о том, что вы за ним пошли, да, что вы ему доверились. Возможно, если в сегодняшнем дне ваш муж либо парень не срывает с неба звезды, то у него впереди очень шикарное будущее. Главное, верьте в него, и все у вас получится. Если сейчас у вас нет пары, и вы женщина, которая лишь только в поисках личного счастья, либо мужчина, который в поисках личного счастья, то здесь вам обещана любовь. Любовь настоящая, любовь, которая не обманет, не предаст, не обидит, понимаете? Вот в таком ключе. И очень правильная расстановка. Мужчина впереди, а женщина за ним идет. За ним очень замечательный знак. Влюбитесь, поверите и жизнь свою поменяйте. Любовь изменит вашу жизнь. Мужчины то же самое, да? Ради любимой женщины, в которую вы влюбитесь, вы пойдете вперед.
туда, где можно с неба звезды рвать, да, к достижениям, карьерным достижениям, достижениям в бизнесе. Может быть, даже какой-то переезд отыграется. Переезд, который пойдет точно на благо. Кстати, девушки, по таким знакам, когда женщина за мужчиной следует, переехать к будущему мужу. Да? Может быть, ваш будущий муж иностранец будет, да? А может быть, он живет в соседнем городе. Вот. Вы пойдете за ним, вы будете следовать за ним и никогда об этом не пожалеете. Замечательный знак. Еще возможность отделиться. Здесь люди как будто бы, вот знаете, вот так вместе все запутано, перепутано. Очень похоже, что люди живут как несколько семей вместе. Может быть, вы живете в общежитии, да? Может быть, вы живете с родственниками. И этот момент, он не устраивает, либо этот момент пагубно влияет и на вас, и на ваши отношения, да? И в целом на атмосферу в доме, где вы находитесь. Опять же, вы все разные, каждый живет свою жизнь. Общежитие, жить с родственниками, либо проживать даже, может быть, не с родственниками, но с чужими людьми, но на очень маленькой такой территории. Здесь будет разделение и отделение. То есть люди, каждый будет жить своим домом. И это пойдет во благо. Люди перестанут ссориться, люди перестанут ругаться. Вот эта пословица, как в тесноте да не в обиде, она прям совсем не актуальна в вашем случае. Вы прям устали жить у друг друга на головах, либо не имея возможности вести свою приватную жизнь. Именно выглядит, как все у друг друга на глазах. И это отвратительно. Здесь люди смогут разъехаться, съехать, переехать, и каждый будет жить своим домом. Конфликты прекратятся в семье, либо между людьми, в принципе, да. Здесь все пойдет на восстановление, улучшение, потому что люди смогут разъехаться. И это будет самое лучшее, самое идеальное, самое правильное решение. Решение, которое всем идет на благо. Дальше показан гриб, и под ним стоят два человека. Вдвоем, либо на пару с кем-то вы денег заработаете, либо начнете работать и зарабатывать деньги. Здесь речь идет либо о сотрудничестве, либо вы напарники, либо вы вместе сособственники, допустим, бизнеса, да? Но вот вдвоем не идет, да? Может быть, вы пара, муж и жена, и вы вместе будете бизнес свой развивать. А возможно, вы две подруги, которые решили объединиться для того, чтобы вместе там что-то делать, там, услуги оказывать, да? Либо какие-то заказы выполнять. То есть два человека, и они стоят под большим грибочком. Грибочек — это деньги, грибочек — это достатки, грибочек — это прибыль. Судя по размеру фигурок и грибочка, тут прям про большие деньги речь идет. И опять же, правильное решение делать вдвоем. Либо объединить ваши усилия и силы для того, чтобы больше заработать, либо пробить себе путь в бизнес. Здесь с левой стороны то, чего вы не ждете, то, о чем вы сейчас не думаете, именно это произойдет. И именно этот момент сойти с кем-то в пару, либо в союз, либо стать сотрудниками, да, именно это решение меняет вашу жизнь и судьбу. Вдвоем вы получите гарантированно очень высокую прибыль. И у вас все получится. Дела пойдут в гору. Так, а вот здесь показан момент освобождения. Освобождения от чего-то тяжелого, мучительного. И того, что вас, вот, как знаете, запрягли. Вот мне идет, что да, кто-то вас запряг. Может быть, это тяжелая работа, рабская работа, где вы получаете там 3 копеечки, лишь бы там на хлебушек хватило, да. А так терпи, жди, надейся. Возможно, это отношения, которые все силы из вас вытащили, разбили вам сердце и тяжелым бременем лежат у вас на шее. Да, отношения, абьюзивные отношения, допустим. Здесь какая-то последняя капля. Речь идет о какой-то последней капле. Что-то такое произойдет, когда вы просто вскипите. Вы скажете: все, с меня хватит. Я больше не буду терпеть. Я больше не буду делать вид, что все нормально. Да? Скорее всего, вы то ли с работы с какой-то ужасной уйдете, где вы как рабыня была, либо раб, либо вы действительно абьюзера прогоните и больше не станете верить лживым словам.
Может быть, даже человек, знаете, там прям непозволительные вещи себе позволял. Там отношения, опять же, такое. Может, человек там гулёна, может быть, алкаш, да, и он вам все говорил: не, я брошу, я брошу. Вот последнюю каплю вижу. Последняя капля – это болезненная капля. Но эта болезненная капля, она несет избавление и несет исцеление. То есть, возможно, вы такой терпеливый, мега терпеливый человек, что вас прям нужно довести до крайней степени, да, отторжения, тогда вы только сможете сказать нет. Но именно это и произойдет. Через боль к спасению вы идете. То есть капля, как я уже сказала, болезненная, но через боль вы пойдете к спасению. Вы избавитесь от тяжести, абьюза, то, что вам в жизни не помогало, наоборот мешало, и то, что вас делало несчастным человеком. От этого вы избавитесь. Тут будет принято решение и конкретное действие за решением. То есть больше не буду работать, увольняюсь, либо больше я не буду верить и прощать, все, вон порог, да, уходи. Слушайте, но вы на таком будете драйве, что у вас молнии от вас отлетают, искры и молнии. То есть очень так активно себя будете проявлять. От вас никто этого не ждет. И вы прям шороху наведете, это точно. Так, еще показывают поездку, которая очень многое в вашей жизни поменяет. Именно поездка. К кому-то вы поедете. Здесь какое-то место необычное, либо человек необычный. Здесь момент, когда зажигается свеча. Свеча, она и свет дает, и исцеление, выяснение правды, исцеление обещает. Да? Кто-то из вас, возможно, поедет к хорошему доктору, к уникальному доктору. Кто-то из вас, возможно, поедет в святое место, либо к человеку ведающему поедете. Эта поездка очень многое меняет, и эта поездка вам на благо идет. Вы как будто бы другим человеком становитесь. Ну, допустим, если вы болели, то вы становитесь другим человеком, здоровым человеком. Если вы были потеряны в этой жизни, либо у вас какой-то негатив был, да, у вас это уходит, потерянность уходит, негатив уходит, вы становитесь другим человеком. Полноценным, сильным, стабильным человеком, который заряжен просто вот надеждой, человеком, который понимает, что ему в жизни надо, он понимает, что с ним произошло, и он понимает, что он избавился от негатива. Что-то очень хорошее. И именно в дороге, дорога ведет вас именно в эту точку. Поездка, поехать. Может быть, вы поедете в другой город к врачу, да? Может быть, поедете в другой город, либо за город, где есть святое сильное место, либо есть ведущий человек. Но поездка очень классно на вас повлияет. Вообще влияет не только на вашу жизнь, но и на вашу судьбу. Здесь свеча загорается, а это очень сильный знак. Дальше, мои хорошие, здесь показано, что вы потрошите какую-то акулу, да? Вот она, боже мой, карандаш упал. Вот она, видите, висит огромная акула, а вы с таким вот непонятным каким-то ножом, очень большим и острым, ее потрошите. Акула – это враг, акула – это недоброжелатель, и вы ее потрошите, его потрошите. Прям так сильно показали с левой стороны то, во что не верите, то, чего не ждете, то, что в принципе не предполагаете, именно это произойдет. Найдется такой способ, метод, как избавиться от врага. Не просто избавиться, а лишить врага не только желания вам вредить, но и в принципе, да, действовать против вас. Да, потрошите вы эту акулу. Акула вообще страшная, да, это страшная хищница морей и океанов. Но вы ее потрошите, значит, вы ее и поймать сможете, и сможете вы потрошить. Хороший знак, знак, который придает уверенности в себе, и знак того, что вы отобьетесь от очень сильного врага, очень сильного недоброжелателя. Не просто отобьетесь, победите. Вот так мне идет. И еще крыша над головой здесь показана. Крыша над головой. Обрести крышу над головой. Возможно, речь идет о покупке недвижимости, либо речь идет, например, о хорошем месте для проживания. Это может быть и аренда, и также, возможно, какие-то программы, которые там обеспечивают людей жильем. Да, не удивляйтесь, понятно, что вы живете в разных странах, но это есть, это показано. Каждому свое, но крыша над головой у вас точно будет. Крыша над головой дает вам уверенность в завтрашнем дне.
Крыша над головой избавляет вас от тысячи каких-то переживаний и страшных мыслей о будущем, а что будет со мной, что будет с моими детьми, а где я буду жить, да, вдруг меня кто-то прогонит. Вы прям чувствуете себя абсолютно защищенным человеком, потому что крыша над головой у вас есть. Ближе к венцу показан мужчина на лошади. И этот мужчина скачет в вашу сторону. Мужчина, которого вы выглядываете. Смотрите, это может быть и муж, и сын, и брат, и отец. Да? Это близкий, родной мужчина. Вы, скорее всего, за этого мужчину переживаете. Либо вы молитесь, либо вы ждете этого человека. Показано, что он приедет, прискачет. На лошади, значит, у него все хорошо в жизни. На лошади также еще и работу могут показать, да? Что мужчина успешным станет. Он не только приедет, но он еще и успешным станет. И вижу, что то, что просите, либо то, за кого переживаете, вот именно в этом ключе. И это событие очень успокаивающе на вас повлияет. Да? Появится этот человек живой, невредимый, работу найдет, либо уже работающий. Вы такая: о, как хорошо, как приятно. Все, не нужно беспокоиться, не нужно больше мне ни о чем волноваться. С другой стороны, нам показывают новых людей. Новые люди, которые войдут в вашу жизнь. Серьезные, стабильные, добрые, положительные, хорошо к вам относящиеся, либо любящие вас, ну, в прямом смысле слова. Новые люди войдут в вашу жизнь. Вы будете окружены очень хорошими, стабильными, позитивными и добрыми людьми. И это ваше будущее. Будущее, которое, опять же, дает вам уверенность в завтрашнем дне и желание, да, желание развиваться, расти, общаться, да, выходить из дома. Вас окружают очень хорошие люди. Ближний круг, либо это даже могут быть и соседи, и друзья, и коллеги. Да? Кстати, по таким знакам очень часто, опять же, вот и здесь можно предположить, что вы куда-то переедете. Да? Новое место переедете, где у вас и окружение будет то, что надо, и вы обзаведетесь действительно хорошими, положительными, настоящими друзьями. Хороший, сильный знак. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.